согласии не давал. В отношении адвоката с разрешения суда Соглашается постановление 20 февраля 2017 года Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Шадлова, секретаря судебного заседания Лаврина, участника которого Ильина, следователя Корова, подозреваемого Пичугина, защитника Вершинина, рассмотрев постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Республике Коми Кочингина о возбуждении письмом ходатайства избрания меры пресечения или заключения под стражу в отношении Пичугина Юрия Викторовича, 18 октября 1965 года рождения, улица поселка Азанка, Кардинского района Свердловской области, гражданин Российской Федерации, теперь работающий менеджером ЧП группа компании РАЙ, хронические заболевания инвалидности не имеющего, ранее не судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210, частью 3 статьи 222, частью 3 статьи 222, частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации установил. 18.02.2017 года в отношении Пичугина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210, частью 3 статьи 222, частью 3 статьи 222, частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также фигурантами по уголовному делу проходят Солдатов, Азизов, Эфиндиев, Абубакаров, Азизов, Карпов, Рохлин, Вануйта, Егоров, Исаев, которые подозреваются в совершении аналогичных преступлений. В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что начиная с 1994 года Пичугин создал на территории Республики Коми преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких, особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органов. 18.02.2017 года в 22 часа 45 минут порядке статьи 91-92 УПК Российской Федерации ДР по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан Пичугин. 19.02.2017 года он был допрошен в качестве подозреваемого. В Сыктывкарский городской суд Республики Коми поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Пичугина меры пресечения или заключения под стражу. Ходатайство об избрании меры пресечения или заключения под стражу обосновано тем, что Пичугин подозревается в совершении 3 тяжких и одного особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрит только в виде длительного срока лишения свободы. Ранее неоднократно судим за совершение тяжких преступлений в преступной организации, он занимал лидирующее положение, находясь на свободе, может оказать воздействие на потерпевших им и свидетелей по данному уголовному делу, пытаться воспрепятствовать производству по уголовному делу, установлению всех обстоятельств преступной деятельности группировки, принять меры по уничтожению доказательств по делу, продолжить заниматься преступной деятельностью. У следствия имеется все основания полагать, что Пичугин, оставаясь на свободе с целью избежать уголовной ответственности, может скрыться от органов следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе может согласовать свои действия с иными участниками организованной преступной группы, местонахождение которых не установлено и которые объявлены федеральной розыском. Таким образом, следствие приходит к выводу о невозможности избрания в отношении Пичугина меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Задержание Пичугина в порядке статьи 91-92 УПК РФ суд признает законным и обоснованным, поскольку к этому имелись предусмотрены законом основания. Порядок задержания был также соблюден. Руководство статьей 108 УПК РФ постановило избрать в отношении подозреваемого Пичугина Юрия Викторовича 18.10.1965 года рождения меру пресечения или заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 18 апреля 2017 года включительно. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе в тот же срок ходатайствовать в своем участии в рассмотрении жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения или заключения под стражу судом апелляционной инстанции в тот же срок со дня получения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы. Постановление подозреваемому Пичугину Юрию Викторовичу понятны? Да, понятно. Сроки обжалования ясны. Кроме того, по результатам рассмотрения данного материала судом вынесено частное постановление в адрес Следственного комитета Республики Коми, прокурора Республики. До свидания. Судебное заседание является закрытым.